В сентябре этого года в Таллине начала работу необычная школа. Русскоязычные и эстоноговорящие дети обучаются вместе, причем сразу на двух языках – на эстонском и на русском. Речь идет о гражданской инициативе. Школа не муниципальная, а частная. See on lihtsalt väga äge võimalus eesti lastel õppida vene keelt ja vene lastel õppida eesti keelt. Et me näeme selle paari kuuga, kuidas venekeelsed lapsed, see keel, eesti keel tuleb mühinal neil, nad nii kiiresti omandavad seda, sest et nii palju ümberringi toimub eesti keeles ja samamoodi ka me oleme näinud Eesti esimese klassi poisse, kes venekeelses matemaatikas omavahel räägivad 3-4, eks ole. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Открытая школа арендует помещение на 3-м этаже обычной столичной школы. Первое, что бросается в глаза уже в коридоре – таблички под крючками, на которые дети вешают одежду, эстонские и русские имена вперемешку. На стенах – детские рисунки. Их авторы старательно пишут свои имена на пока еще чужом для них языке – русском или эстонском. Милана молодец, Бригитта, Анни, Ричард, Стефания, Леон, Симона, Киоко. С каждым классом по очереди работают 2 учителя. Один говорит с ребятами только на русском, другой – только на эстонском. Да, у нас и эстонские, и русские коллеги, и даже коллеги из других стран. Мы все находимся вместе, и очень доброжелательная атмосфера. Знакомьтесь, это Эвелина, учитель младших классов. Она делит уроки математики со своей коллегой Ольгой. Ja mõned lapsed kahtlustavad, et ma oskan vene keelt. Üks päev üks laps tuli ja ütles, et a Võrus ka ja. Siis ma ütlesin, et ei, ma oskan küll vene keelt, muidugi, aga чуть-чуть. До обеда дети, и русские, и эстонцы, изучают предмет на эстонском языке, а после обеда – закрепление пройденного на русском. Школьники легко осваиваются в двуязычной среде. Ну, а если красный, стой, дружок, опасно. Но каково учителям? Находят ли они между собой общий язык? Ощущаешь, если можно сказать, родное плечо, что ты все эмоции, которые ты накапливаешь за день, тебе есть с кем разделить. Ты не просто приходишь и рассказываешь человеку, который вне ситуации, а ты с полслова начинаешь понимать друг друга. Главное – желание найти общий язык, считают обе наши собеседницы. Они шутят, и, например, и у нас тоже какие-то языковые шутки, которые среди русских распространены. Они интересуются, а что это значит, расскажите нам больше. И они и над собой смеются, и мы над собой смеемся, и друг над другом смеемся. Действительно, эстонская и русская школа в Эстонии отличаются в своих подходах к учащимся. Так, русская школа традиционно считается более консервативной, нацеленной на дисциплину и академический результат, а эстонская – более либеральна. Тут скорее ценят индивидуальный подход и дружескую атмосферу. В русской школе принято обращаться к учителям на «вы». Эстонские дети говорят педагогам «ты». В открытой школе попытались сохранить эти особенности, но не вышло. Paraku on see läinud niimoodi, et ka venekeelsetele õpetajatele sageli öeldakse sina. Ja ka meie venekeelsed õpetajad on paraku hakanud ütlema, et mul on imelik, kui nad ütlevad mulle teie, sest mina ju neid sinatan. Et kas siis mina peaksin lapsele samamoodi teie ütlema. Et me otsime ka siin sellist ühist ala. Насаждение стереотипов, деление по принципу свой и чужой. К сожалению, все это крайне актуально для сегодняшней Эстонии. И в некоторых вещах мы действительно очень разные. Столкнулись ли учителя открытой школы с разницей менталитетов в своей работе? Venekeelsed õpetajad on olnud üllatunud, kui kohvipausil pakutakse keetmata lillkapsast, et süüakse toorest lillkapsast. Nemad ei ole mitte iialgi saanud, et pigem me oleme avastanud üksteise toredaid erinevusi sellistes ebatraditsioonilistes asjades, aga tööalaselt ma ei ole näinud mitte ühtegi rahvuse või kultuurilt tulenevat erinevust veel. Кстати,
Один из расхожих стереотипов в отношении новой школы активно насаждался именно в русскоязычной общине. Мол, учиться сюда придут только русские. Это им интегрироваться нужно. Эстонцам же владеть русским незачем. Да и не захотят представители титульной нации, чтобы их чада обучались вместе с ребятами из русских семей. И тем не менее, сейчас в открытой школе порядка 60% составляют ученики, для которых родной язык эстонский. Желаем ли это или нет, но наш сосед Россия, так что я думаю, что неплохо иметь или уметь говорить по-русски. Интересный эксперимент, и, наверное, это правильно. Если мы хотим превратить здесь какую-то вот одну культуру или, я не знаю, понимать друг друга, то надо как-то это дело уметь соединить, наверное, или хотя бы попробовать. Открытая школа рискнула, и, кажется, у них даже получается. Опрошенные нами родители школой очень довольны. Уже это показывает, что наши общины готовы к сближению, готовы отбросить предрассудки и стереотипы, работать и учиться вместе.